в этот раз наш донор очень хорошо помогает, особенно вот USAID. Даже вот в национальном госпитале вот кислородных концентраторов не было. Поэтому благодаря поддержке вот USAID ковидной программы, там сейчас установили нам 3 кислородных концентратора. Это крайне необходимо, во-первых, втаскивание из тяжелых состояний ковидных больных, других к нам очень много попадает. У нас каждый второй пациент, если поступило 10 пациентов, из них обязательно 7 пациентов будут ковидными. Благодаря вашим кислородным концентраторам на данный момент я за неделю сэкономила 50 баллонов кислорода. Но я, как анестезиолог, как клиницист, как практический врач, могу сказать вам большое спасибо за то, что мы можем спокойно взять и перенести, например, в любую операционную, в любое помещение, любую реанимационную комнату, там, где требуется кислород. Пандемия когда-нибудь закончится же, правильно, да? Но самое главное, эти-то концентраторы останутся же у нас. Мы их будем применять в условиях операционных при проведении любого оперативного вмешательства. Они нам нужны как воздух. В национальном госпитале по программе USAID были привезены 3 таких вот кислородных концентратора производительностью от 8 до 10 литров в минуту кислорода. Соответственно, он мобильный, его можно переставлять в любую точку отделения, потому что у нас здесь сейчас развернуты 3 больших корпуса ковид-центров. Соответственно, вот эта помощь получается для нас как бы хорошая помощь получилась. Сейчас сначала набирает он себе, который резервуар находится внутри на 26 литров, и после этого подает большой резервуар на 230 литров. И, соответственно, с резервуара потом по трубопроводу идет к пациенту. Наша республиканская клиническая инфекционная больница, она единственная в Кыргызстане самостоятельная больница, рассчитана на 400 коек. Когда уже началась эпидемия коронавируса у нас в Кыргызстане, с момента мы закрылись на карантинный режим работы. Вот даже вот кислородные концентраторы, да, вот сегодня 373 больных, которые лежат у нас, более 200 человек это нуждается именно в получении кислорода, да. Вот это датчик кислорода считается один из методов лечения при коронавирусной инфекции, потому что происходит поражение именно верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей, поэтому это необходимо, да. Обеспечение кислородом тоже проблема у нас, потому что каждый день мы примерно вот сегодня меняем где-то около 200-250 баллонов, да. А то, что вы нам подарили, допустим, вот этот аппарат, конечно, таких аппаратов, если было бы больше, мы подключили в общую систему, и они обеспечивали подачу кислорода для больных. Концентратор мы установили в 6-е боксированное отделение, специально отдельную комнату, проветриваемая комната там должно быть обязательно. И это техники нас обучили, сотрудники знают, как надо заполнить ресивер, потом как нужно подавать это через концентратор. Это концентратор у нас подключена к центральной системе подачи кислорода. Мы можем сразу подключить 2 палаты, мы можем на 4 палаты можем подключить, смотря по расходу кислорода. Мы очень благодарны получить такое оборудование. Спасибо вам, USAID. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы ждем еще такие оборудования.